Да, о чем мы поговорим сегодня. Подконтрольные России власти Симферополя передали часть земли мусульманского кладбища Абдал, расположенному рядом христианскому кладбищу. Видео нового забора, который возводится на кладбище, опубликовал на своей Facebook-странице крымско-татарский активист Нариман Джилял. У нас есть возможность показать стоп-кадр из этого видео для нашей аудитории на Facebook и YouTube. С просьбой отдать часть земли мусульманского кладбища подконтрольная России администрация Симферополя обратилась в подконтрольной России муфтият Крыма еще осенью 2020 года. Ситуация на тот момент была такова. В Крыму пандемия коронавируса. Смертность в 2020 году, по официальным данным, выросла на 8,5%. Места на Симферопольском городском кладбище заканчиваются. Давайте послушаем, какое предложение озвучила тогда еще глава российской администрации Симферополя Елена Проценко крымскому муфтию Эмирали Аблаеву. Прошу прощения. Фрагмент сюжета телеканала ИТВ от 6 ноября. Давайте послушаем. К сожалению, заболеваний сегодняшнего дня, да, число умирающих, конечно, возрастает в разы. На кладбище Абдал там захоронения мусульманские, 12 гектаров, используется 4 сейчас, и мы хотели бы в районе 7 гектаров отделить под захоронения православные, и в дальнейшем, конечно, возместить вам это количество на другом участке. После того, как эта история, эта инициатива получила огласку, подконтрольные России крымские чиновники уточнили, что параллельно с обращениями в муфтият готовят выделение новой земли под захоронение. В самом муфтияте тогда сообщили, что окончательное решение не принято. Перед этим эфиром мы также обращались в крымский муфтият, ответа не получили, как не получили его из Симферопольской администрации. Эти приглашения остаются в силе. Вот чиновники подконтрольной России администрации Симферополя еще осенью 2020 года в эфире телеканала «Крым-24» говорили о поиске новой земли под захоронение, что помогло бы избежать ущемления интересов мусульманской общины. Есть возможность, как утверждалось, выделить еще 100 гектаров под новое кладбище. Давайте послушаем, что тогда говорил об этом Владимир Паринов, заместитель главы российской администрации Симферополя. Резервы существующего кладбища, они есть. Мы себе видим, что это ближайшие несколько лет у нас есть точно в запасе. И у нас есть понимание, мы буквально сегодня выезжали, мы пока говорим только о резервах существующего кладбища Абдал в границах города. Но сейчас ведется активная работа по организации новой территории под места захоронения. Эта территория будет перспективно не так далеко от существующего Абдала, чтобы сохранить транспортную доступность, чтобы привычные эти маршруты. Мы совместно с нашими коллегами, за что им большое спасибо, Симферопольского района, потому что эта территория уже находится за границами города Симферополя, находится в границах Симферопольского района. Мы с ними активно ведем работу по этой территории. На сегодняшний день ведутся подготовительные мероприятия, то есть проводится санитарно-эпидемиологический анализ. О каком конкретно участке идет речь, где он будет и какая площадь? На сегодняшний день не участок, это территория, которая включает в себя и неосваиваемые сельхозпаи, находящиеся в частной собственности, которые будут выкупаться. И ориентировочная площадь порядка 100 гектар. Это живописно или где-то? Это район существующего Абдала, живописного, это часть. Часть находится на территории Трудовского сельского поселения, часть Молодежного сельского поселения. И мы эту работу действительно проводим. Повторюсь, большая благодарность Симферопольского района, администрации, которая активна в этой истории. И понимая, что на сегодняшний день Симферополь, Симферопольский район, это уже что-то одно целое. Вот как объясняли ситуацию осенью 2020 года подконтрольные России симферопольские чиновники, но видим мы, что эта ситуация получила свое фактическое развитие. Вот в публичной плоскости, да, она не обсуждалась, но видим мы, что строится забор. Вот очевидец этой ситуации Нариман Джилял, крымско-татарский активист, с нами на связи по телефону. Нариман, расскажите, что сейчас происходит на Абдале? Буквально вчера мои друзья были на этом кладбище, доброе утро, и сказали, что забор пока что находится в том состоянии, в котором я его зафиксировал несколько дней назад. Вот, дальнейшего строительства не было. Когда я по просьбе
моих соотечественников, которые просто стали звонить и спрашивать, а что происходит. Заехал на это кладбище, увидел этот забор и зафиксировал его. Я тут же позвонил одному из сотрудников муфтията, знакомому, и спросил, что как бы происходит. Хотя вот о тех информациях, о тех сюжетах, которые вы, в частности, продемонстрировали, мы уже знали, конечно. И он сказал, что да, вот ситуация такая, и не радуется она, конечно, и так далее, но муфтиятом принято вот такое решение, как бы отдать часть земли. Единственное, он поправил меня, сказал, что договорились, что не 7 гектаров, о которых говорила Елена Проценко, а 3 гектара всего лишь будет отделено от мусульманской части кладбища и так далее. И забор еще пока не достроен, и сколько там в итоге будет отрезано от мусульманского кладбища, на данный момент как бы неизвестно, и точно сказать нельзя. Вот он там обрывается, и все. То есть визуально определить это половину вот свободной территории сейчас ограждают под христианские захоронения или большую часть, как это просила изначально Елена Проценко, пока невозможно это визуально Да, определить. невозможно, потому что там как раз он идет в сторону таких вот пустующих земель, пока еще пустующих, и там куда они повернут или пойдут прямо, пока сложно сказать. Вот. И, естественно, очень многих крымских татар удручает подобная ситуация, потому что в свое время земля под это кладбище выбивалась фактически очень сложно, как это часто бывает, и не только в случае с Абдалом и так далее. И вот так вот распоряжаться землей, конечно, люди очень расстроены и немножко не понимают эту ситуацию, хотя... в принципе, если велась, наверное, какая-то разъяснительная работа, с этим всем можно было что-то сделать, но, как по мне, информационно и организационно сделано все неправильно. И самое интересное, что муфтият на своих официальных ресурсах никак вообще не обговаривал эту тему с осени, и никак не объяснял и не пояснял, а просто вот стал возникать забор. И здесь логичный вопрос. Вот как вы думаете, почему? Почему людям не объясняют, что происходит, да, в какой конфигурации была достигнута договоренность с Симферопольской администрацией? Как вы думаете, почему никаких разъяснений не публикуется? И даже вот когда журналисты обращаются, мы обращались в муфтият, пока что ответов никаких нет. Ведь если бы рассказали, да, о том, к какому соглашению в итоге пришли, я думаю, что и множество вопросов бы не возникало у людей. Мне сложно судить, чем мотивировано решение муфтията, почему так поступили и так далее. Понятно, мы бы услышали какие-то общедекларативные слова о том, что нужно друг другу помогать, взаимодействовать и так далее, но вопросы все равно остаются, Сергей, потому что планировать захоронение не так уж сложно. Да, это чистая математика. Вот, и интенсивность захоронения, она легко вычисляется, и пандемия, извините, не первый день существует, и все это прогнозируется, и не только в связи с пандемией, а и в связи с миграцией и заселением Крыма с материковой России, из Российской Федерации людей, и все это легко вычисляется, и начинать работу над тем, чтобы думать, где будут захораниваться люди в дальнейшем и так далее. И уже вот работа над теми 100 гектарами могла вестись уже очень давно. И самое удручающее для многих, это я слышал, что люди говорят, когда им надо построить дом, забрать для жилого комплекса или под еще что-то под Тавриду землю, они очень быстро это решают, забирают и так далее. А тут почему-то несколько месяцев ничего не могут сделать, в итоге берут и забирают землю вот у нас, как они говорят, люди. И это их очень возмущает. То есть эта ситуация не очень хорошо отразилась на внутренней психологической обстановке. Хотя, я уточнял, с точки зрения религиозной, никаких проблем поделиться землей с представителями другой конфессии не представляет. Это уже такое больше межнациональная или межконфессиональная история, и она просто подана очень и очень неудобно. Все-таки заявлять, что из 12 гектар больше половины мы у вас заберем,
Ну, эти заявления подобные, вот, как сделала Елена Проценко, ну, абсолютно ненормальные, скажу так. Тем более, что на мусульманской части Абдала выстроен прекрасный комплекс при спонсорстве тогда еще предпринимателя Ленура Ислямова. И, естественно, люди рассчитывали бы пользоваться им для ритуальных вещей долгое время. А теперь, если земля будет в другом месте, как это все переноситься, как это все будет использоваться. И у людей очень много вот таких и политических вопросов, и сугубо таких обыденных вопросов, как эта ситуация будет развиваться. Но позитивно мало кто на эту ситуацию смотрит. Нариман, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Сейчас мы послушаем комментарий Михаила Ремеза, генерального директора Крымской национальной мемориальной компании. Общались мы с ним в декабре 2020 года, вот когда обсуждали проблемы похоронной индустрии Крымского полуострова и говорили о проблеме планирования территории под захоронение. Как раз обсуждали вот эту историю со 100 гектарами новыми под новые захоронения. И Михаил Ремез говорит, что со сложившимся подходом к похоронному делу в Крыму и эти новые 100 гектаров тоже могут очень быстро закончиться. Давайте послушаем. В Симферополе нету мест для захоронений. И вот нам надо 100 гектаров, вот сейчас мы занимаемся, мы сейчас сделаем. Если бы вы вышли и сказали о том, что вот нам надо 100 гектаров, потому что нету мест для захоронений, но эти 100 гектаров мы знаем, что с ними делать, и это последние 100 гектаров на ближайшие 300-500 лет. Вот тогда было бы понятно, да, что люди понимают, о чем они говорят, зачем им 100 гектаров. Но люди, которые находятся, к большому сожалению, не имеют специального образования, те люди, которые должны, по крайней мере, там советовать или для того, чтобы руководители принимали решения, они должны, скажем, по крайней мере, да, понимать, о чем они говорят, и если понимать, то и делать это. Если это уже, я тут ничего нового не придумываю. Ну, допустим, возьмем Германию. За последних 75 лет в Германии не построено, подчеркиваю, ни одного нового кладбища. Вопрос, что немцы не умирают? Умирают. Вот. И вот методики, они существуют, методики у нас существуют. В больших городах уже давно методиками этими пользуются. Высвобождают, то есть надо комплексно подходить. Я могу в течение одной недели, я могу этим руководителям, которые отвечают за похоронную отрасль, скажем, в Симферополе или любом другом городе, я за неделю им найду столько места, что можно будет еще 2 города захоронить в каких-то ближайших там 10-20 лет. Если делается паспортизация, если назначаются ответственные, если за этот промежуток времени определяются свободные места, то их будет порядка 40%. Этот опыт уже подтвердили другие города, высвобождается 40% в имеющихся территориях, геометриях кладбищ, которые сейчас существуют. Но, тем не менее, необходимо заниматься и новыми кладбищами. Но новыми кладбищами надо заниматься не просто лопатой ямы копать или трактором Беларусь. И потом эти кладбища превращаются, как и все наши остальные, в глину, в грязь по колено. Вот эти вот кресты-памятники, да, веночки, мусорники и так далее. А надо понимать, что есть на самом деле уже исторический опыт, мировой опыт, как это сделать. И вот экономно, скажем, на этапе проектирования это все делается. Есть формы захоронений, есть формы там массовых захоронений, толосы. Ну, это вот не то время, чтобы читал я тут лекцию, да, как это делается. Но такие методики есть. Ну, на самом деле, просто это никому не надо. Итак, это был комментарий Михаила Ремеза о долгосрочной стратегии планирования мест под новые захоронения и нужны ли Симферополю новые 100 гектаров под новые кладбища. Ну, возвращаемся мы конкретно вот к этой ситуации, которая происходит сейчас на кладбище Абдал, мусульманскую часть кладбища, вот часть этой земли, которая была выделена под мусульманские захоронения, передают под захоронения христианские. С нами на связи Нариман Джилял, крымско-татарский активист. Нариман, и к вам еще такой вопрос. Вот для мусульманской общины Крыма вообще насколько чувствительным может быть вот этот вопрос, эта ситуация, которую мы с вами обсуждаем? Очень чувствительный вопрос, потому что на него накладывается очень много ситуаций. Я еще раз повторюсь, в нормальных обстоятельствах, если сосед попросил поделиться, в данном случае с землей кладбища, ни с религиозной точки зрения, ни с чисто человеческой, никаких проблем не существует вроде бы. Но история отношений
крымских татар с крымской властью, она таковая, что люди воспринимают данную конкретную ситуацию как определенный, знаете, плевок со стороны властей в сторону мусульман. Почему? Много было случаев с момента массового возвращения крымских татар в Крым, когда землю под мусульманское кладбище, в том числе и этого кладбища, приходилось месяцами и годами выбивать. То есть просить, ходить, требовать, митинговать и так далее, чтобы власти наконец-то выделили эту землю, и люди могли захоранивать нормально, огородив это кладбище, приведя эту территорию в порядок, проводить захоронения и так далее. И поэтому для крымских татар эта территория, это же не просто уже кладбище, это определенная часть их борьбы за свое проживание и существование в Крыму. И поэтому когда такие решения принимаются, они должны быть 1000 раз быть обдуманы. Тем более, когда специалисты говорят, что еще можно решить вопрос еще по-другому и так далее. То есть здесь уже не просто вопрос «дайте нам земли, и нам просто не хватает, а мы вам выделим где-то». Здесь уже огромное символическое, политическое и иное наслоение идет. И с этим всем очень аккуратно нужно относиться к этому. По крайней мере, проводить серьезную разъяснительную работу. По крайней мере, поискать другие варианты, прежде чем уже говорить, у нас просто нет выхода, и мы вас просим вот так вот сделать. Я больше убежден в том, что здесь ситуация имеет еще и коммерческий характер, потому что сейчас ситуация, когда земля на кладбище Абдал, я имею в виду на христианском кладбище, заканчивается, вот эти несколько отрезанных гектаров, они будут просто золотыми сейчас, потому что история о том, что происходит в похоронном бизнесе с ритуальными услугами, об этом писано, переписано, уже проведены расследования и так далее. И мне кажется, здесь и коммерческая составляющая присутствует, и кому-то очень интересно, чтобы именно земля на старом кладбище пока еще не заканчивалась. Я благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи был Нариман Джилял, крымско-татарский активист. И в продолжение о разговоре о конкуренции на рынке ритуальных услуг в Симферополе можем дать такой фрагмент из сюжета телеканала ИТВ. 17 марта этот телеканал сообщил о том, что сотрудники одного из бюро ритуальных услуг перекрыли подъезд к городскому моргу. Журналистам они объясняли мотивацию своих действий таким образом. Морг отказывается выдавать тело и передает его конкурентам. Давайте послушаем, что говорил об этом Николай Унтов, директор бюро ритуальных услуг. Отказываются выдавать справки медицинские на основании того, что у нас неверная доверенность и так далее. Потом продают нашу же работу. Вон ребята стоят в автобусах. Потом нашим же людям говорят что мы плохие, очень плохие. Всех обманываем, всех врем. Родственники погибших были у меня на офисе. Мы с ними заключили договор. На основании договора выполняем свои услуги. Итак, это была такая одна из иллюстраций, буквально свежие новости телекомпании ИТВ о том, что происходит в сфере похоронных услуг в Крыму. Напомню, что в декабре 2020 года делали мы подробную программу об этом, в том числе и о новых тенденциях в этой сфере. Вы можете обратиться к архиву программ «Радио Крым Реалии» и послушать, если вам интересно. Ну а сейчас мы продолжим разговор о той ситуации, которую сейчас можно наблюдать на Абдале. Напомню, что через непубличные, судя по всему, из всей информации, которая была озвучена в нашем сегодняшнем эфире, по непубличным договоренностям крымского муфтията и российской администрации Симферополя, часть земли, которая была предусмотрена под мусульманские захоронения, передается под захоронения христианские. Ну что же, продолжим мы разговор об этой ситуации и о том, как выглядят подобные ситуации на материковой части Украины. Мы поговорим с Саидом Исмагиловым, муфтием Духовного управления мусульман Украины. Шейх Саид, добрый день, доброе утро.
Доброе утро. Итак, давайте я попрошу вас несколько слов, да, комментарии относительно той ситуации, которая происходит в Симферополе. Вот был с нами на связи Нариман Джилял и говорит, что для мусульманской общины не является такой большой проблемой действительно как-то публично, открыто договориться и, в общем, передать часть вот свободной земли, да, для захоронений вот верующих других конфессий, если действительно такая необходимость есть, но нужно договариваться, а не делать это не публично. Ваше мнение по поводу сложившейся ситуации? Ну, мое мнение, это крайнее удивление, поскольку по сообщению Наримана Джиляла из 12 гектаров, которые были выделены именно под захоронение мусульман, больше половины, 7, забрали для захоронения людей других конфессий. И уже даже обнесли забором. То есть, как-то, знаете, когда у общины отбирают больше половины, и происходит это не публично, абсолютно какими-то договорняками, давайте назовем это вот своим именем, конечно же, это возмущает, это не может не возмутить. Прекрасно понимая такую реакцию мусульманской общины Крыма, я думаю, что муфтият именно вот так вот по-тихому договорился с администрацией о том, что они согласны отдать большую часть мусульманского кладбища именно из-за того, что они прекрасно знают, как негативно будет воспринято это мусульманской общественностью. В свете, скажем так, того коллаборационизма, который проводит крымский муфтият последние 7 лет, и категорического неприятия этой политики и даже отвращения к официальным духовным лидерам в Крыму, подобная еще, вот знаете, передача большей половины мест для захоронения, она вызовет еще большее неприятие, еще большую, скажем так, утрату авторитета и уважения. Как обстоят дела вот в подобных ситуациях на материковой части Украины? Мы знаем, что в Крыму живет достаточно большое количество мусульман на материковой части Украины, если я вдруг ошибаюсь, да, но в пропорции населения, наверное, да, меньшую часть занимают мусульмане, нежели эта ситуация выглядит в Крыму. Как на материковой части Украины решается вот этот вопрос с захоронениями людьми различных конфессий? Выделяется ли где-то земля под мусульманские захоронения, и если такое решение невозможно, да, то какой выход из ситуации находится? В Украине все зависит от региона и от решения и готовности местной власти, а это компетенция местной власти, решать проблемы мусульманской общины. Есть регионы, где по первому требованию, по первому обращению были выделены значительные участки под мусульманские кладбища. Вот так как, например, вот это произошло в Запорожье, в Северодонецке, в Луцке, во Львове, то есть где городская администрация, учитывая потребность общины, пошла навстречу вообще без любых проволочек, и это, безусловно, поднимает и престиж, и рейтинг, и авторитет не только местной власти, но и вообще всей Украины, как страны, которая заботится о своих гражданах любого вероисповедания. Есть регионы, где проблемы с кладбищем очень сложно решать, а есть регионы, где вообще не решается. И к стыду нашей столицы, к стыду Киева, вот в Киеве вопрос мусульманского кладбища, именно городского киевского мусульманского кладбища, местная власть не хочет решать уже последние 10 лет. Вот. Были уже закрыты, извините, все те участки и сектора, которые были выделены под захоронение мусульман в Киеве. Там уже нет места для захоронения умерших. И в последние 2 года на обращение в соответственные коммунальные структуры мы слышим, что пользуйтесь крематорием. То есть сжигайте ваших умерших, вам выдадут коробочку с пеплом. В соответствии с исламом так вопрос решать нельзя. Мы верим в то, что человек сотворен из земли Всевышним Господом, и он должен быть назад возвращен в землю. То есть человек имеет право быть по-человечески похороненным, чтобы у него была могила, как место последнего пристанища, на которое могут дети прийти помолиться,
вот, куда могут прийти родственники, вспомнить о своем близком человеке. И ислам считает, что сжигание, кремирование умершего – это в первую очередь неуважение к самому человеку. Это нарушение естественных прав человека, который имеет право быть похороненным в своей родной земле. И вот эта проблема, которая очень остро стоит в Киеве и которую киевская власть никак не хочет решать, приводит к тому, что многие мусульмане вынуждены искать, где похоронить своего родственника не только за пределами Киева, где-то в Киевской области, иногда даже в другой области. Вот, поэтому есть такие проблемы, и они очень острые. Я попрошу вас еще раз сказать, насколько конфликтогенными могут быть такие проблемы. Почему власти необходимо все-таки выходить здесь на диалог с верующими и открыто решать вот все эти проблемы и решать, что в Киеве, что в Симферополе? Вы знаете, любые вопросы, которые касаются смерти, того, чтобы провести человека в последний путь, они очень болючие и очень конфликтогенные. Люди, которые утратили своего близкого человека, у людей трагедия, горе в семье, да, вот, они находятся чаще всего в очень сложном, стрессовом, нервном состоянии. И если человек в стрессовом, нервном состоянии, у него горе, вот у него боль на душе, несчастье, и вместо максимального понимания и содействия, чтобы как можно более достойно провести в последний путь своего близкого человека, человек стыкается с игнорированием со стороны властей его проблемы, с нежеланием решать этот вопрос, это, конечно, очень сильно конфликтогенно, это раздражает, злит людей. Вот, это приводит к очень серьезным недовольствам. То есть вот такими вещами шутить нельзя. Это не объект там, бизнеса или манипуляций политических, там, собирания дивидендов. Человек имеет и должен иметь право достойно покинуть этот мир и быть достойно похороненным, как это соответствует высокому званию человека, последнего Божьего творения на земле. И знаете, я глубоко не понимаю те власти, которые не понимают этого и игнорируют эту базовую потребность, а это базовая потребность. Спасибо вам за беседу. Напомню, с нами на связи был Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины. Говорили мы сегодня о ситуации на Симферопольском кладбище Абдал. Напомню, там часть земли, которая была ранее выделена под мусульманские захоронения, фактически, как об этом свидетельствуют видеозаписи, опубликованные активистом, передаются под захоронения христианские. Еще осенью 2020 года публичный диалог об этом между российской администрацией Симферополя и подконтрольным России муфтиятом Крыма из публичной плоскости, как мы видим, ушел в плоскость непубличную. Ну что же, все вопросы, которые мы направляли и муфтият, и в российскую администрацию Симферополя, остаются в силе. Если там захотят пояснить свою позицию или рассказать больше о достигнутых договоренностях, мы, конечно же, эту информацию опубликуем в нашем эфире и на сайте Крым Реалии. Мы продолжаем внимательно следить за развитием этой ситуации, а сейчас мы переходим к следующей теме нашего эфира. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к следующей части нашей программы. Но перед этим я бы хотел напомнить номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Поговорим мы сейчас о результатах опроса. Что думают украинцы об оккупированных территориях Крыма и отдельных
районах Донецкой и Луганской областей. В Украине представили результаты опроса, который озаглавлен так: «Мнения и взгляды населения Украины относительно вооруженного конфликта на территории Украины». Исследование мнений и взглядов населения было проведено Киевским международным институтом социологии при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций. Опрос проводился среди 2000 человек методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов взрослых в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность порядка 2%. Исследование происходило во всех областях Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кореневича, который накануне презентовал результаты этого опроса, они важны для имплементации и применения в Украине элементов переходного правосудия. Напомним, что ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что надеется, что Верховная Рада примет закон о переходном периоде и переходном правосудии для Крыма и ОРДЛО в 2021 году. Проект закона о переходном правосудии предусматривает следующее положение. Унификация подходов ко временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, инкорпорацию других законов и приведение к общему знаменателю всего законодательства Украины, касающегося временно оккупированных территорий, внедрение элементов переходного правосудия, определение основ восстановления деятельности органов правосудия на деоккупированных территориях, решение вопроса подследственности уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, установление института конвалидации сделок, которые были совершены на таких территориях, процедуры подтверждения фактов рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также признания полученных компетенций и образовательных квалификаций, формирование кадровых резервов государственных служащих и полицейских для работы на освобожденных территориях, создание временных администраций до проведения выборов в органы местного самоуправления и закрепление социальных гарантий для жителей временно оккупированных территорий. О результатах исследования мнения и взгляды населения Украины относительно вооруженного конфликта на территории Украины мы поговорим с Аленой Луневой, которая также участвовала в презентации результатов этого опроса. Алена Лунева с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Итак, попрошу вас рассказать о самых важных результатах опроса. Какие выводы можно сделать о мнениях украинцев относительно оккупированных территорий? Ну, на самом деле, всего 6 вопросов было задано, потому что это не первое исследование, не первый омнибус, который мы проводили вместе с программой развития ООН. Первый был летом, и он больше касался вопросов ответственности и также там будущей политики государства в отношении временно оккупированных территорий. Мы спрашивали, считаете ли вы, что нужно полностью заблокировать эти территории или поддерживать связи. И мы увидели, что на самом деле население Украины ожидает поддержку связей и возлагает ответственность за такую поддержку на государство. То есть не на то, что только индивидуумы, люди в личном качестве будут поддерживать индивидуальные связи, да, но что государство будет вкладывать некоторые усилия в поддержку этих связей. И мы, в общем-то, продолжали как раз и спрашивали население Украины, 2000 респондентов, которые репрезентативны для территории Украины, для общенационального уровня. Мы спрашивали, собственно, о том, насколько они ощущают, что в Украине продолжается конфликт, что он существует, и увидели, что 67% опрошенных ощущают конфликт, из них 47% ощущают его остро. При этом мы должны понимать, что треть респондентов, примерно 30%, не ощущают вообще, что в Украине есть вооруженный конфликт. Это очень важно, потому что когда мы коммуницируем с обществом вещи, это решения, которые направлены на преодоление негативных последствий вооруженного конфликта, мы должны понимать, что примерно треть наших сограждан взрослых не ощущает этот конфликт на себе. И, следовательно, могут относиться прохладно или относиться негативно к предложениям власти по поводу решений о вооруженном конфликте. С другой стороны, если уже говорить про очень важные цифры, опять же, мы спросили про поддержку связи, является ли это задачей государства, и 74,6% респондентов ответили, что это задача государства. Опять же, мы говорим о том, что это поддерживает органы власти в
продвижении некоторых решений, которые касаются и жителей оккупированных территорий, и поддержки связи дальнейшей с жителями оккупированных территорий. Подробнее мы будем эти вопросы спрашивать, в каких формах эти связи должны будут продолжаться во время общенационального исследования, которое стартовало и сейчас как раз проходит. Кроме всего, мы спросили о том, нужно ли разрабатывать план перехода от состояния вооруженного конфликта к миру уже сейчас, или когда его нужно разрабатывать, и увидели, что все 4% опрошенных считают, что этот план нужно разрабатывать сейчас, не ждать периода деоккупации, не ждать никаких мирных соглашений, а он должен быть уже сейчас. И тут мы тоже спросили о том, кто должен быть инициатором этого плана, и тут однозначное преимущество, 46% респондентов ответили, что должен быть президент Украины. Все-таки, исходя из уровня доверия лично к президенту Украины, население Украины считает, что все же он должен быть инициатором этого плана. На втором месте Верховная Рада, с 18%, и Кабинет министров там на третьем месте, на четвертом 6%. То есть все же у президента тут нет конкурентов. Инициатором такого плана, по мнению украинцев, должен быть именно он. И также очень важно, что мы спросили, какое есть представление у населения Украины о том, какие первоочередные действия должны быть совершены в случае, если деоккупация временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской области и Крыма произойдет уже завтра. И первая тройка, в общем-то, таких действий – это привлечение к ответственности тех, кто совершил военные преступления и вообще тяжелые преступления во время вооруженного конфликта. Второе – это восстановление инфраструктуры жилья на возвращенных территориях и восстановление работы органов государственной власти, то есть восстановление полноценной государственной юрисдикции на этих территориях. Собственно, вот такие основные результаты исследований. Как будут использованы результаты этого исследования? Что дальше? Получили вы данные о том, что думают украинцы, да, о том, как должен завершаться этот конфликт на территории Украины. Что дальше? Я думаю, что он даже не про то, как должен завершаться вооруженный конфликт, а что вообще, какие есть ожидания у граждан Украины, у населения, да, Украины о действии государственной власти по преодолению последствий конфликта. Потому что понятно, что все очень утомились от ситуации конфликта, и определенные действия ждут от власти. Не все может быть и должно быть сделано только после завершения вооруженного конфликта и подписания соглашений. Какая-то часть ответственности за действия уже лежит сейчас на государстве Украины. И мы видим несколько путей применения результатов. Первое, безусловно, органы государственной власти должны видеть, что и не бояться ряда действий, которые они совершают, да, предлагая решение каких-то очень важных вопросов, предлагая пути поддержки связи с оккупированными территориями. Я сделаю шаг назад и скажу, что летом, когда мы проводили первый такой омнибус на тему, в том числе мы спрашивали про поддержку связи, как раз в социальных сетях с ужасной скоростью несся такой конфликт вокруг предложений государства, в общем-то, законопроекта о предоставлении особых льготных условий поступления для детей с оккупированных территорий в университеты Украины. И тогда, если социальные сети показывали совершенно какой-то уровень хейта и неприятия, опрос показал, что люди настроены на поддержку связи и считают, что жители оккупированных территорий являются жертвами конфликта, а не его соучастниками. Поэтому я думаю, что тут очень важно также сверять, в общем-то, замерять такую температуру общую по стране и смотреть, где мы можем, собственно, уже сейчас применять или принимать какие-то решения и не бояться, что они будут негативно встречены населением Украины. И третий важный момент, что нужно понимать, где нужно докоммуницировать, где нужно увидеть проблему, что население, например, Украины не видит проблем в конфликте или не видит его вообще. И улучшить, наверное, в этой сфере свои коммуникации, как государственным, в первую очередь, органу власти, государственным органам власти. Также, основываясь на двух этих омнибусах, которые мы проводили, мы пришли к выводу, что необходимо проводить такое общенациональное исследование
и как раз для возможного среза более глубокого. Это, по этим же позициям, по этим же вопросам нужно проводить Они исследования? будут включать и эти вопросы тоже, но будет более широкое, потому что, опять же, при поддержке ПРООН это позволит нам опросить до 10 тысяч населения. Это вообще беспрецедентное будет такое уникальное исследование для Украины с огромной выборкой. И мы сможем отдельно по регионам страны замерить взгляды и позиции и относительно действий власти, и относительно ожиданий от власти, действий в отношении оккупированных территорий, преодоления последствий конфликта, отношений путей коммуникации, какие лучше, какие, например, мы сейчас тоже спрашивали, какие источники информации об оккупированных территориях вы используете для того, чтобы знать то, что происходит на оккупированных территориях. И, конечно, первое место это СМИ, это 58,5%. Второе место это интернет-социальные сети, это больше 50% тоже. Это, в общем-то, означает, что это путь, который государство может использовать для коммуникации с теми людьми, которых мы не можем или не покрываем телевидением, и понимать, что социальные сети также очень важный способ коммуникации, и его нужно использовать более обдуманно, наверное. Поэтому мы будем развивать, я надеюсь, что все получится, и из-за карантинных ограничений это не сильно повлияет на результаты исследования, если они будут ужесточаться, но пока что мы видим, что мы можем и эти вопросы развить, и глубже узнать ответы на ряд вопросов, которые в омнибусе из-за того, что метод этот ограничен, мы могли задать 5-6 максимум вопросов, и мы считаем, что как раз национальное исследование нам поможет глубже разобраться в отношении жителей Украины к преодолению последствий конфликта и ожиданиям от органов власти в этом преодолении. Еще такой вопрос не могу не задать. Понятно, что с 2014 года какая-то достоверная социология в Крыму, наверное, невозможна, да, и любая организация, которая рискнет даже в тех нынешних крымских условиях провести опрос, она, конечно же, нарвется на критику, причем вполне обоснованную. Но, тем не менее, да, если сейчас посмотреть на то, что происходит в крымском информационном пространстве, если посмотреть, о чем крымчанам рассказывают пропагандистские ресурсы, то образ жителя материковой части Украины — это образ врага. И в связи с этим вопрос, как вы думаете, насколько важно измерять отношение жителей материковой части Украины к тем, кто живет на временно неподконтрольных территориях, с точки зрения самой коммуникации, например, с крымчанами? Я думаю, важно, потому что органы государственной власти находятся здесь, на подконтрольной территории. Ориентируются они ввиду того, что они могут замерить мнение жителей подконтрольной территории. Органы власти часто при построении тех или иных моделей своей коммуникации и принятии определенных решений, к счастью или к сожалению, ориентируются на мнение населения Украины на подконтрольной территории. Именно потому, что мнение жителей Украины на оккупированных территориях замерить сложно. Возможно, просто методы действительно ограничены. И массовый опрос общественного мнения на оккупированной территории Крыма, конечно же, невозможен. Задавать вопросы политического характера совершенно невозможно. Хотя я знаю, что были попытки проведения опросов таких. Было так, что опрос проводился на подконтрольной территории украинской организации, на оккупированной территории российской организации. И очевидно, что при всех раскладах не может быть никаких адекватных ответов, адекватных, отображающих реальность ответов на вопросы, которые задаются российской компанией о том, видите ли вы свое будущее, например, в Украине. Очевидно, что тут методология ограничена. Но сейчас проводятся и могут проводиться потенциально фокус-групповые исследования, индивидуальные глубинные интервью с жителями оккупированных территорий, которые дают возможность представить общее мнение, общие позиции, общие тренды. Очевидно, что это не репрезентативно может быть, но оно дает представление о том, какие в общем могут быть мнения. Потому что для нас, для жителей подконтрольной территории, информация про жителей оккупированных территорий и про их жизнь, взгляды, они практически недоступны. И поэтому даже такие фокус-групповые интервью дают очень важную пищу для размышлений, для построения какой-то коммуникации. Опять же, у нас 10 секунд. Необходимо
необходимо понимать пути этой коммуникации. Эти исследования помогают понять, а какие же пути возможны. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Алена Лунева, эксперт Центра прав человека ЗМИНа, член рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий комиссии по вопросам правовой реформы. Напомню, что этот эфир радио Крым Реалии для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 19:00 по крымскому времени. А мы с вами увидимся и услышимся следующим будним утром. Пока, будьте здоровы.